В Ингушетии близится к завершению реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент работы выполнены на 95%. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов прокомментировал ход работ. Хочу отметить работу у каждого муниципалитета. В числе самых ярких примеров благоустройства хотел бы назвать набережную городского пруда и прилегающую к нему территорию, а также парк имени Карцкала-Мальсагова в Назране. Эти масштабные преобразования сделают наш самый большой город республики не только еще более привлекательным для туристов, но и удобным для жизни его жителей. В наших планах внести эти два современных объекта в туристический маршрут региона. Объекты являются переходящими и победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом России, дает возможность городам и селам благоустраивать дороги к социальным объектам. В селах Назрановского района, Карабулаке и в других населенных пунктах к школам и детским садам проложен новый асфальт. Сделано освещение и тротуары. Все это делается для удобства наших детей, их родителей и педагогов. Отличительной чертой федерального проекта формирования комфортной городской среды является возможность учета пожеланий населения и удовлетворения их потребностей в зависимости от места проживания. Благодаря этому интерес жителей республики к его реализации ежегодно растет. В этом году рейтинговое онлайн-голосование по отбору территорий на 2026 год показало высокую активность населения, собрало около 63 тысяч голосов, что составило 101%. Из 54 объектов для благоустройства на будущий год отобрано 24. Всего с 2019 по 2024 год в Ингушетии благоустроено 189 общественных территорий на сумму более 829 миллионов рублей. Благодаря этому индекс качества городской среды в регионе вырос на 26% по сравнению с 2019 годом.